Это как будто энергетически тебя как-то обязывает, подпитывает. И гордость, что есть такие представители нашего народа, неотъемлемая часть российского народа. Бурятская культура также является действительно частью культуры великой России. Поэтому желаем, чтобы многие люди смотрели, знакомились с творчеством наших художников и представление о нашем прекрасном народе, о нашем крае прекрасном, где Байкал. И на берегу Байкала не могут жить плохие люди. Поэтому вы и я говорю, она также отражается здесь. Дух нашего народа. Спасибо. Спасибо огромное. На самом деле страна огромная, и, наверное, не все москвичи и гости столицы знакомы с бурятским народом и с традициями. Здесь на самом деле представлен и дух, и природа, и люди. Вот, это уникальная возможность. Но выставка бы не состоялась, наверное, без наших кураторов. Поэтому разрешите предоставить слово нашим дорогим кураторам. Это сначала, наверное, предоставим слово доценту Ларисе Юрьевне Николаевой. Она искусствовед, представитель Восточного Сибирского государственного института культуры и искусства Улан-Удэ. И после, конечно, Ларисы Юрьевны слово предоставим Сергею Алексеевичу Панарину. Спасибо. Здравствуйте все уважаемые гости. Мы очень рады, что искусство Аллы Цыпиковой попало в такой контекст. Да, даже можно сказать, какой-то огромный мегатекст, который представляет собой Институт востоковедения и все проблемы, которые здесь звучат, которые здесь обсуждаются, озвучиваются. Я думаю, что у каждого в голове сейчас творчество Аллы Цыпиковой накладывается на какой-то вот их круг проблем, да, с чем-то коррелирует и обретает какие-то новые грани. И я говорю, что лучше всего люди слушают то, что они хорошо знают. Так вот, что мы все хорошо знаем и что демонстрирует творчество Аллы Цыпиковой, да, и на что вот бы хотела сказать, что это в первую очередь такой всплеск, такое системное обогащение мирового искусства, творчества бурятской художницы, это результат советской культурной политики. Да, то есть это то, что возникло благодаря тому, что девочка, даже вот дочка военкома, тем не менее она была увлечена искусством, и ничто не препятствовало ей заниматься искусством с самых-самых ранних лет и закончить один из самых лучших художественных вузов. И потом в дальнейшем, конечно же, ей пришлось столкнуться с многими другими трудностями, но они имели творческий характер. То есть больше всего это трудности были творческие, собственный, субъективный. И этот субъективизм, который мы видим в картинах, да, вот та свобода, которой она пользовалась, да, которую несут ее картины, это все результат высокой художественной культуры. То есть это поиски в первую очередь художественные. То есть все личные сомнения, личные драмы, они все были переистолкованы, они были все переосмыслены, и они все вылились в невероятные проникновенные произведения. Да. Спасибо всем еще раз. Да, я надеюсь, что вы получите огромное удовольствие, как и мы, когда делали эту выставку. Спасибо. Я действительно так случайно, может быть, получилось, что оказался куратором этой выставки, но я знаю и люблю Бурятию, я в ней бываю многократно, мне много раз бывал. И очень сожалею, что не был знаком, к сожалению, с этой великой художницей. Я везде и всюду называю Аллу великой, я считаю, что она этого названия заслуживает. Ну, а что касается всего остального, во-первых, я страшно рад, что это у нас в институте состоялось, перекочевало к нам из Музея Востока, и что это был Музей Востока, одном из центральных московских музеев,
Я еще хочу одну вещь отметить здесь. Это как бы в заслугу и моему напарнику, но, может быть, отчасти мне самому. В Москве выставка Цыбикова состоялась через 25 лет после его смерти. После того, как она побывала уже в целом ряде стран мира. И слава Богу, что это случилось. Больше я не буду распространяться. Я просто призываю вас, тех, кто сегодня здесь будет посмотреть, и имейте в виду, что выставка будет работать здесь 2 недели. Еще в будние дни, может быть, решится и в какой-то выходных, но это все-таки ориентируйтесь, все будние дни, да, 5 дней рабочих, вы можете сюда приходить, смотреть, любоваться этим поразительным искусством. И еще бы я добавил, что Алла – это художник цвета и света. Это у него великолепно получилось. Да, подписывайтесь на наш Восточный культурный центр, Институт востоковедения. У нас и телеграм-канал, и Дзен, и ВКонтакте мы есть. И мы на сайте института выкладываем часы работы нашей выставки. И там будет полная информация, когда можно посетить выставку. Ну, следующий выступающий, слово предоставляется Жуковской Наталье Львовне, заведующий Центром азиатских и тихоокеанских исследований Института этнологии и антропологии Российской академии наук. Ну, я могу только добавить несколько слов ко всем этим замечательным словам, которые уже были сказаны. Я, к сожалению, познакомилась с Аллой только в последние годы ее жизни и страшно жалела, что я не знала ее раньше. Я по специальности этнограф. А этнограф смотрит на все абсолютно на свете, и на живопись тоже, с точки зрения того, что там можно найти по нашей специальности. И вот ее картины как раз, они, как бы вам сказать, они не просто отражают традиционную культуру, они отражают ее в каком-то символическом аспекте. Скажем, у нее есть картины, где и буддизм присутствует, и шаманизм. А ведь это были те годы, когда с этими религиями было, дела у нас обстояли неважно, и вообще писать об этом, писать в научных трудах было очень сложно. Не знаю, как доставалось ли ей откуда-то за то, что у нее такие вещи появлялись на картине. Но сейчас это смотрится, ну, удивительно, так сказать, удивительной благодарностью, потому что я понимаю, в какие годы это было создано. И спасибо ей огромное за это. Саше, и вам тоже. Спасибо. Вот у нас еще гость подошел, Александр Дмитриевич Марисович. Александр Марисович, я вас не вижу. Вот здесь. Ну, а вам этот... Это вообще друг Аллы Цыбиковой чуть ли не с детского сада. Ну вот, тем более. Мы коллеги были вообще-то уже. Вот. Если вы себя представите, Здравствуйте. Поздравляю вас, дорогие. Вам крупно повезло всем. Вы попали на удивительную выставку. Она впервые в Москве. Она прошла, вот уже первый этап ее был. Это в Музее Востока. Теперь вот здесь, поэтому ну, вот, это такое открытие. И для Москвы тоже событие. Потому что, да. А действительно, мы с Аллой мы познакомились, ну, с Альбиной, да? С Аллой. Ну, она была Алла тогда. И, в общем, почти всегда так у меня. Ну, мне было лет 6, наверное, может быть, 5, а ей было лет 9 или 10, ну, как-то так вот. Познакомились мы с ней в студии, поэтому мы были коллеги, мы были сопляжники, соученики, эти самые, да, и друзья, и как бы, да, и мы получились в какой-то группе, и эта дружба продолжалась, в общем, очень долго, до самого-самого. Так что вот, и воспоминаний очень много.
Я прямо даже путаюсь в них вообще. Помню, что Альбина была очень талантливый человек. Альбина Айдоповна просто, ну вот видите. То есть тогда это было все ясно, и она потом он поступил в училище, следом за ней я, и там была у нее, ну, в общем, она говорила, что это ее любимый педагог была Новикова Галина Евгеньевна. То есть она, в общем, как бы сделала что живопись уже, да, и в конце. Александр, по-моему, бывал у нее, да, в гостях? И Новикова была, не помню, не ездил с ней, с малой. Ну, в общем, да. Поэтому мы потом в воле судьбы, она все-таки на театральный факультет Суриковского института, но это тоже такое синтетическое образование, ей это как бы очень помогло, как бы все-таки несколько языков, несколько каких-то вот этих вот пониманий пространства, потом ей, и в общем, вот такая вот судьба. Потом, значит, ментализм, она вернулась в живопись всего окончания. И вот такой удивительный художник. Так что я не знаю, прямо даже уже, наверное, впереди меня сказали все эпитеты, все вообще всевозможные определения, и повторяться не хочется. То есть просто красота совершения. Вот. Не буду занимать время, уже пора ее открывать, и по ходу там нужно будет что-то еще. Спасибо огромное. Но заключительное слово представляется человеку, который уже был представлен здесь. Это на самом деле, наверное, один из самых важных, значительных людей в жизни художницы. Это ее сын Александр Александрович Важнер. Здравствуйте, уважаемые друзья, уважаемые гости. Спасибо большое, что вы сегодня пришли к нам. Здесь на выставке мы привезли частную коллекцию семьи художницы. Ну, она в данный момент все у меня в руках. Мы стараемся пополнять коллекцию, чтобы показывать, возить людям. Хотелось бы сказать, что из Улан-Удэ приехала близкая подруга мамы, Алима Сергеевна, известный бурятский гобеленщик, мастер по конскому волосу. Так что, если будут вопросы, можете обращаться. Она будет все время проведения выставки, 2 недели, она будет все время здесь. Ну, хотелось бы высказать большое почтение, благодарность институту в лице Сергея Алексеевича Панарина. Ну, я думаю, нам все удалось, Сергей Алексеевич. Спасибо всем. Очень рад. Спасибо огромное, а мы вас приглашаем на скромный фуршет. Если кто-то еще желает выступить, то добро пожаловать на сцену. Очень разные пейзажи, натюрморты, китайские. Нет, не помню. Да, получается, да. Вы снимаете, да? А вот это вот стеклянное блюдо уже не было. Вот оно, бронза. Бронза была. Бронза была. Вот это не было. Это не было. Я говорю, что...
бурятским искусством все-таки. Может, еще раз, где вы работали? Ну, В галерее Халаева, да, много лет. Галерея Халаева, которая все-таки занимается продвижением бурятских художников, искусства. И с бурятским искусством я все-таки давно и работаю, и знакома, потому что моя мама работала много лет в художественном музее и была знакома с Аллой Цибиковой. А как маму зовут? Моя мама искусствовед Людмила Цвинимаева, кандидат искусствоведения. Тоже человек, которая занималась много лет и занимается, продолжает заниматься бурятским искусством, пишет статьи, книгу вот написала об одной и той же бурятской художнице Александре Сахаровской. Да, поэтому, ну, собственно говоря, здесь я впервые, конечно, увидела в таком объеме выставку в Музее Востока. Это, получается, больше месяца, да, назад на открытии. Но сюда меня тоже пригласил Сергей Алексеевич Панарин. С удовольствием пришла посмотреть пространство, ну и еще раз посмотреть на картины. Это, конечно, просто, не знаю, какое-то космическое впечатление, такой кайф, такие цвета, такой восторг у меня, и поэтому первое мое впечатление, я была просто под таким впечатлением. Я писала всем своим друзьям, которые находятся в Москве, чтобы они обязательно сходили. Я писала своим друзьям, которые не в Москве, которые вряд ли попадут на эту выставку за границей, потому что меня просто переполняли чувства. И по тому, ну, как люди откликались в соцсетях с разных стран мира, люди разных национальностей, я поняла, что это все-таки такой отклик очень мощный. И Аллы нет уже с нами, получается, больше 20 лет, а искусство, оно такое современное, такое какое-то вот оно вне времени абсолютно. То есть ты ходишь и от картины к картине просто наслаждаешься. Поэтому я вот с удовольствием еще раз повторяю, что еще раз пришла сюда, и тоже я постараюсь всем рассказать об этой выставке, чтобы как можно больше людей узнало об этом искусстве, об этом художнике. Моя мама считала и считает ее просто одним из гениальных бурятских художников, который просто какой-то такой, как сказать, ну что ли, она лицо какого-то нового бурятского искусства. И такой очень представитель достойный, который вот в мировом художественном искусстве, в мировом художественном процессе просто вот имеет свое имя, очень яркое. Спасибо. Вам спасибо. А как вы думаете, вот вы работали с нашими художниками, там же Заректо Даржиев, Дашин Мдаков, да? А есть какие-то переклички в творчестве какие-то? Ну, вы знаете, тут просто что я могу сказать? То есть то, что говорил Дашин на открытии, что он был знаком с Аллой, и дружили они, и в какой-то мере Алла дала какие-то, можно сказать, уроки в таких по встречах, беседах, да, вот в каких-то посиделках, как он сам говорит, что художник, он в принципе свободен, потому что он создает миры, он создает эту реальность, и если нет этой свободы, то что ты тогда за художник? И в этом смысле и Даши, и Заректо, ну это просто какие-то художники, ну я считаю, что они, безусловно, не то чтобы перекликаются их творчество, а то, что вот опять-таки еще раз повторю, что это уже какое-то новое поколение именно вот бурятского искусства, новый шаг, что ли, да, и которые действительно чувствуют себя очень свободно именно в искусстве вот, и создают действительно эти
прекрасные фантастические миры, благодаря которым вообще люди во всем мире узнают о бурятской культуре, вообще о том, кто такие буряты, где они находятся, что это за край такой. И вот искусство, оно просто сияет. А как вы думаете, ну вопрос может за скобками, сейчас в рыночном, так сказать, в переложении, ну насколько могут сейчас картины, хотя, конечно, сын молодец, что он взял курс на собрание, наоборот, коллекции, да, в одни руки, и как бы сейчас он не преследует никакой коммерческой цели. Ну, просто как бы на мировом, можно сказать, рынке, насколько бы они котировались там. Все зависит от того, как работать. Все-таки нуждаются картины, художники в пиаре, да, в маркетинге. Безусловно, это просто отдельное направление такой, ну, можно сказать, тяжелой, кропотливой такой работы. Не всегда она такая интересная и творческая, а именно такая как рутинная достаточно. И все, естественно, буквально все имеет свою экономическую составляющую, и все зависит от того, как работать, как продвигать. А мы были недавно в галерее, она теперь в Артплее находится. Да, да.